компании «Алроса» прошел форум управленцев. Ситуация с продажей на мировом рынке напряженная. В связи с этим компания разработала план антикризисных мероприятий. О них более подробно в материале Романа Муконина. Рыночная ситуация с продажами алмазов, цели группы «Алроса» на 2020 год и маркетинг. Вот главная тема очередного форума управленцев «Алроса ТОП-100». Ситуация на мировом рынке складывается напряженная. Валютные и торговые войны привели к падению спроса на продукцию люксового сегмента, в том числе и на драгоценные камни. Это ощутила на себе и «Алроса». Но если раньше с проблемами сталкивался только один из секторов алмазно-бриллиантового рынка, то теперь под раздачу попали все. Опять же, вот наличие этих двух факторов тоже не всегда раньше совпадало. То есть иногда были проблемы у гранильного сектора, но хотя бы конечный спрос был хороший. А это тот редкий случай, когда конечный спрос плохой, проблемный, скажем так, в ряде регионов, основных регионов. И в гранильном секторе свои еще проблемы. Чтобы преодолеть негативные явления, которые «Алроса» переживала уже не раз, в компании разработана специальная программа. Она предполагает повышение эффективности всех производственных процессов. Непрофильные активы будут переданы районным и республиканским властям на безвозмездной основе, и это не случайно. Местные муниципалитеты являются акционерами компании и заинтересованы в ее стабильной работе. Во время форума присутствующие могли задавать интересующие вопросы. Прежде всего, людей волновали события, так или иначе затрагивающие интересы компании. Так, в СМИ прошла информация о том, что Гохран собирается начать реализацию своих накопленных запасов алмазов. Есть ли в этом угроза компании, спросили у Сергея Иванова. Государство не допустит какой-то конкуренции между «Алросой» и Гохраном, но, конечно, определенную часть своей продукции они реализуют в следующем году. Мы здесь не видим никакого критичного влияния на нас. Отдельным выступлением стала презентация управления маркетинга и связи с общественностью. Его руководитель Динара Сулейманова представила маркетинговую программу продвижения алмазно-бриллиантовой продукции «Алроса», включая инициативы по видовому маркетингу натуральных алмазов и бриллиантов, партнерские проекты по продвижению ассортимента флуоресцентных алмазов, уникальных бриллиантов и бриллиантов фантазийных цветов, а также мероприятия по внедрению новых каналов продаж. Сам формат он был новый, интересный и очень радовал тот факт, что были задействованы другие площадки, это непосредственно удаленные. В принципе, это было интересно, замечательно, здорово. Несмотря на все сложности, Сергей Иванов смотрит в будущее с оптимизмом. Такого же мнения придерживаются и акционеры. Они, рассматривая вопросы оптимизации производства, не касались социальных обязательств. Их «Алроса» оставляет в полном объеме, продолжая оставаться гарантом стабильности в регионе. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».